зовут Искандер Кадралиев, я являюсь руководителем диджитал отдела в Куазар рекламном агентстве. Скажем так, онлайн я уже более 5 лет. Наш отдел в агентстве — это SMM, контекстная реклама, баннерная, медийная, SEO-оптимизация, разрабатываем стратегии продвижения, улучшаем позиции сайта, юзабилити сайта и таргетинг в соцсетях. В принципе, на сегодняшний день в реалиях рынка Кыргызстана это инструменты, которые используются. Вот, быстро по нашим клиентам, то есть достаточно большие клиенты, есть небольшой опыт и работы с зарубежными большими гигантами, как Samsung, вот, и местными локальными клиентами. SMM-специалист или команда SMM-специалистов, в данном случае у нас диджитал-команда. И немножко о цифрах в Кыргызстане, чтобы люди плюс-минус понимали. Вот, это данные начала 2020 года. Вот, с нами поделились Geekits, мы у них попросили. Население 6,2, и интернет-пользователей на самом деле очень много. Вот, и проникновение в интернет, конечно же, с каждым годом, с каждым месяцем все увеличивается. Но хотелось бы отметить сразу то, что интернет — это не всему голова. То есть совсем недавно, в сентябре, я ездил по регионам, вот, и по работе, и тестил там проникновение и понимание и восприятие у жителей. То есть не всегда и везде может работать интернет. И даже если сейчас посмотреть, то еще 5 лет назад бюджеты у больших клиентов корпоративных на интернет-продвижение были процентов 10, может быть, 15. То есть сейчас они в разы увеличились, то есть в некоторых компаниях это даже 50 на 50. Аудитория социальных сетей в Кыргызстане — это данные взятые из кабинетов. SMM бывает разные. SMM бывает разные. Это имиджевые, развлекательные, информационные, продающие, образовательные. Это может быть личный блог, экспертный. Эти все понятия, они пересекаются. Форматы постов, то есть это может быть и фото, видео, графический, анимационный, текстовой. И в зависимости от того, какая у нас цель присутствует, как мы хотим и о чем мы хотим рассказать, наверное, стоит придерживаться правил. Особенно придерживайтесь, пожалуйста, скорее всего, это ресайзы. Потому что зачастую смотрится так, что подготовили визуал для одной социальной сети и шерят просто по всем остальным. Вообще, если говорить о интернет-продвижении, то надо, скажем так, люди обленились в интернете, сильно обленились, и им нужно максимально упростить точку входа. Контент в социальных сетях. Меньше логотипов, меньше продукт-плейсмента, меньше хэштегов. То есть зачастую клиенты почему-то просят сделать больше логотип, сделать жирнее логотип, написать весь текст на картинке, на визуале, побольше продукта запихнуть. Наверное, в их мнении присутствует такое понимание, что чем больше нас, тем лучше нас запомнят. Да, возможно, где-то это и работает, но современные реалии таковы, что людям запоминается больше контент. Вот. И большая ошибка до сих пор я не понимаю почему, но многих наших клиентов — это количество подписчиков. Почему-то до сих пор все думают, что это очень важно. Это было еще актуально в 15, 16, 17 году, когда люди клевали, да, обращали внимание на количество подписчиков, но сейчас это абсолютно не важно, сколько у тебя. Важно ER, engagement rate, то есть уровень вовлеченности. И алгоритмы Instagram на сегодня таковы, я ни для кого не открою секрет, что чем больше у вас вовлеченности, лайков, сохранений, комментариев, шерингов, тем лучше будет чувствовать себя этот пост и сам аккаунт. SMM своими руками. Мои любимые программы — это обработки фотографий, это для всех, наверное. Lightroom, VSCO, Snapseed. И еще один совет для всех начинающих или кто хочет
вырасти, получить дополнительные знания, не стоит. Не стоит. Наверное, я все-таки буду призывать к самообучению. Вот, стоки можно... sorry. Если у вас нету своего дизайнера, всегда есть выход. Можно зайти на Shutterstock и скачать себе картинку. Это что касается бесплатных. И текст, не обязательно всегда тоже копирайтер, но базовые знания, конечно, нужны. И мы редактируем их с помощью нашего копирайтера, да, но есть такой сервис, как Text.ru. Методы продвижения в Instagram. То есть, когда мы оформляем, всегда запоминайте, что вот эти первые, сколько тут, 12-15 символов, они видимы в части в таргетированной рекламе. Если вы что-то продвигаете, какие-то услугу, максимально просто и вкратце затраченную информацию. Лучше всего, конечно, если у вас позволяют ресурсы, это делать сайт. Тем самым вы можете подключить себе Google Аналитику, повесить метки, UTM-метки в переходы. Тоже небольшой совет. Прежде чем вы хотите что-то запускать, какой-то продукт или услугу, всегда Яндекс.Стат есть, Google Words, вы туда заходите и прописываете поисковые запросы за период полгода, год последний. И Facebook и Яндекс вам выдает список вопросов, и вы увидите актуальность своей темы. Так, и бесплатные масс-фоллоу, хэштеги я даже не рассматриваю, но тем не менее они все еще остаются, и это все еще бесплатные каналы продвижения. Хэштег — это очень такая тема, она может и навредить, она может и помочь. Комментарии в профилях. Если вы заметили, если ты придумаешь какой-то смешной комментарий, если ты аргументированно напишешь под каким-то постом большого паблика, либо opinion maker, то этот пост начинает лайкать, и он, тем не менее, будет виден, то, что вот лайкали 200 человек, 100 человек. Взаимный пиар — это, наверное, нужно делать его правильно. Не всегда люди понимают, почему он не работает, потому что сейчас у нас взаимный пиар в последнее время показывает, что люди просто шерят себя. Коллаборация с другими профилями тоже, да, подходит под эту классификацию. В данном случае это более, скажем так, коммерческое сотрудничество. Ситуационный посты, это, конечно, в первую очередь касается ТикТока. Потому что в ТикТоке, вы знаете, тренды — это все. И чем хайповее тренд, и чем вы класснее, лучше его отснимете, тем, конечно, больше вероятность того, что он попадет в рекомендации. К чему нужно стремиться? Это к эмоциональному вирусному контенту, которым людям будет приятно шерить, приятно смотреть, приятно отправлять своим друзьям. Еще это челленджи, когда вы, грубо говоря, забиваетесь со своими друзьями, со своими партнерами, со своими коллегами, вот, по цеху, и делаете челленджи платные. Это всем известно. Таргетированная реклама в пабликах и у блогеров, giveaway и розыгрыши. Giveaway, наверное, не стоит участвовать вообще. А плохо это потому, что трафик нагоняется, я не спорю, но качество этого трафика вряд ли устроит вас. Реклама в пабликах у блогеров можно покупать, нужно это покупать, но, опять же, надо детально выбирать блогера, детально выбирать паблик. Таргетированная реклама. Ей нужно научиться. Вот. Зачастую много ошибок делают, когда запускают таргетированную рекламу с приложения Инстаграма. Пожалуйста, не делайте этого. Во-первых, там урезанные функции настроек. Вот. Но давайте поговорим сторителлинг, как и форматы постов. Он может это быть
в виде фото, видео, видеографики или текстовой части. Вот. Всегда в сторителлинге поднимайте, как я говорил ранее, эмоциональную часть составляющую, эмоциональную. То есть давите на то, чтобы клиент вам максимально верил. Зачастую, если мы говорим о сторителлинге, то вам нужно быть как минимум бренд-адвокатом своей компании, своего продукта. Либо у вас должны быть главные герои.